Ассаламу алейкум. Как можно выдавать желаемое за действительное? Сейчас покажем, и наглядным примером послужит нам махинация известнейшего молодого историка из Ингушетии, народного активиста, участник исторического географического общества Дзурдзуки. Это Якуб Гадиев. Скрины взяты со страницы Якуба в Facebook, где он опубликовал карту Ингушского округа на момент 1861 года, который ему подогнал герой предыдущего ролика Зураб. Ничего в ней примечательного нет. Созданный округ для управления краем на завоеванных территориях. Якуб не по историческому ареалу расселения ингушей. Понимаешь? Можешь не понимать. Только вот если бы ты раскрыл глаза, то увидел бы, что Владикавказ то не ингушский. Тебя это не смущает? Конечно нет, неважно, где тогда и ранее жили ингуши. Главное, чем больше территорию Россия назвала ингушским округом, тем лучше. Но интереснее рядом документ. Итак, читаем. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушевского округа. Так, там указано, что в Горский, Ингушский округ входит общество Акхи-Мереджи. То есть это территория ингушская. И что после ее присоединили к Аргунскому округу. Ты выделил текст на документе, чтобы продемонстрировать, что вот это были наши земли, наше общество, а теперь они в Чечне. Вот какие у нас земли были. Галанчиш ингушский, да? Да. Хрена с два. А теперь к тебе, обозначенной в самом начале. Ты привел лишь отрывок из общих сведений. Демонстрирую тебе полный документ. В самом низу, мелким шрифтом пояснение, читаем. В 1866 году, по распоряжению начальства, акинцы и мереджинцы отделены от Ингушского и подчинены управлению Аргунского округа, как вследствие одноплеменного с населением последнего. Как вы видите, Якуб пытался обрезанный документ, без каких-либо пояснений, выставить как неопровержимый факт, что Галанчиш являлся ингушской территорией. Якуб сам прекрасно понимает, как и по какому принципу создавались округа. Мы об этом вам тоже рассказывали. Но ложь куда дороже душам ингушей. И чтобы забить последний гвоздь в гроб крышки фальсификатора, демонстрируем этот документ. Ничего личного, Якуб, только факты. Якуб, и хватит говорить в частных беседах, что чеченцы помешаны с дагестанцами, с которыми долгое время сосуществовали вместе, когда сам бегаешь как послушная псина на побегушках у Зураба.